Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. 23 декабря глава региона Айсен Николаев выступил с ежегодным посланием Госсобранию ЛТМ. О векторах развития республики в 2026 году, которые обозначены в послании главы, мы сегодня и поговорим. Гость студии Алексей Еремеев, председатель Госсобрания ЛТМ Республики Саха. Алексей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, какие моменты вы считаете ключевыми в послании главы республики? Во-первых, послание нужно отметить как комплексное, потому что оно затронуло все сферы экономики и все сферы социальной жизни наших граждан. Первое, что я хотел бы отметить. И, во-вторых, конечно же, это целевые показатели, обозначенные в послании. Это, конечно же, они не меняются. Это, прежде всего, повышение уровня жизни граждан, которые проживают в нашей республике. Это самая основная цель. И это как мы должны прийти к этой цели через решение каких задач. Глава республики очень четко обозначил. Во-первых, это, конечно же, рост экономики должен быть соответствующий, как и в промышленном секторе, так и в сельском хозяйстве, как и в области занятости и развития малого и среднего предпринимательства. Ну и, конечно же, те направления, которые были обозначены в послании по социальной политике, это в области здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, спорта и так далее. Все они нацелены на достижение цели, которую я выше сказал, это повышение уровня жизни граждан нашей страны, проживающих на территории нашей республики. Ну и, конечно, хотел бы обозначить следующее, что мы с достаточно большим воодушевлением вчера, как депутаты Государственного собрания ЛТМ, услышали, что несмотря на те вызовы, которые у нас имеются и в глобальном мире, и в отношении нашей страны, страдает, конечно, республика от санкционного давления. Ни для кого это не секрет. Мы в этом году принимали бюджет достаточно сложно на следующий 26 год. Все-таки в послании обозначены моменты, когда республика должна ни в коем случае снижать темпов, которые на развитие, темпов на улучшение жизни, которые были достигнуты в предыдущие годы. А каковы цели обновленной стратегии развития энергетической, и транспортной инфраструктуры Якутии, и как это повлияет на кадровую политику республики? По энергетической инфраструктуре, прежде всего, у нас это, во-первых, увеличение мощностей, которые у нас вырабатывают электроэнергию. Это, конечно же, все граждане знают, что у нас по Якутской ГРЭС-2, по Нерюнгринской ГРЭС, у нас по которой строится первая плавучая атомная электростанция на территории Устьянского района для Кучуйского кластера первый. И следующее это у нас возобновление, как обозначил глава республики по Канкунской ГЭС. Получается. У нас этот проект был еще в начале 2000-х годов очень актуальным, потом о нем позабыли, и сейчас идут вопросы о том, что о возобновлении у нас реально есть возможность построить там электростанцию с мощностью до 1 гигаватта. Это очень большая объема получается. Мы поэтому считаем, что вся эта выработка этой электрической энергии, та работа, которая была проведена в предыдущие годы по окольцовыванию наших электрических сетей, ну и, конечно же, мы ждем от федерального центра, и республика здесь очень остро ставит вопрос по решению так называемых дальневосточного выработки электроэнергии. У нас, вы знаете, что у нас есть тарифная разница между разного рода потребителями, между населением, крупными добывающими компаниями. У нас есть принятое решение до 2028 года по компенсации в государственный бюджет республики по выработке электроэнергии со стороны Русгидро, но республика на сегодняшний день ставит вопрос о том, что пока системно этот вопрос не решен, мы должны его продлить компенсационную часть по так называемому двойному субсидированию этого тарифов до 1935 года. Поэтому здесь перспективы большие, но и работа предстоит по энергетике очень большая для того, чтобы прежде всего для потребителей, как юридических лиц, так и физических лиц, у нас были комфортные тарифы, и это давало возможность для развития экономики и вообще всей социальной сферы. По транспортной инфраструктуре, конечно же, это
Первое, это самый крупный проект, это связан с Ленским мостом. В послании четко обозначил глава республики, что этот сроки мы должны выдерживать, первое. Второе, у нас он во всеуслышание сказал, что на трехлетний период у нас заложены деньги немалые, причем это 44 миллиарда рублей в федеральном бюджете. Инвестор, который строит этот уникальный проект, он тоже уже на сегодня потратил почти 4,5 миллиарда рублей. Республика Саха-Якутия, конечно, должна будет изыскивать свою долю софинансирования. И этот проект, о котором мечтали десятилетиями наши граждане, должен, в конце концов, в ближайшие годы реализоваться. Ну и, конечно же, те артерии, которые связывают город Якутск по федеральным трассам, их реконструкция по республиканским дорогам, реконструкция наших муниципальных дорог. Это тут работы непочатый край. Почему? Потому что территория у нас огромная. К сожалению, у нас нет круглогодичного сообщения с большинством наших муниципальных образований. Здесь нужно с помощью национального проекта, который реализуется в нашей стране, и с помощью тех темпов, которые мы взяли в последние годы, делать все возможное. Отдельно я хотел бы остановиться на авиаперевозках. Это очень больная тема для арктических районов. Вы знаете, что у нас в прошлом году были сбои по связи с субсидированием авиатарифов для арктических районов, и люди страдали, многие обращались, в том числе в парламент республики. Мы всячески делали все возможное, чтобы эти тарифное субсидирование было. Республика уже не первый год перед федеральным центром ставит, чтобы внутрирегиональное субсидирование авиатарифов у нас было и из федерального бюджета. К сожалению, федеральный центр пока нам в этом вопросе отказывает, потому что, ссылаясь на то, что это полномочия субъекта Российской Федерации. Я лично неоднократно ставил вопрос. Почему? Потому что в условиях такой огромной территории, когда у нас практически 3 миллиона 150 тысяч квадратных километров, когда мы с более чем 20 нашими муниципалитетами связываемся только авиацией, республика сама, конечно же, не в состоянии вытягивать с таким парком воздушных судов и так далее. Но этот вопрос стоит на повестке дня. В меру своих возможностей мы в бюджете на следующий год предусмотрели субсидирование внутрирегиональных авиаперевозок и будем продолжать ставить вопрос перед федеральным центром, что у них тоже было предусмотрено. Ну и вот тоже очень актуальный вопрос. В прошлом году народные депутаты приняли поправки в региональный закон, наделяющий органы местного самоуправления отдельными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства. И это, конечно же, дало свои плоды. Как будет реализовываться поддержка в этом направлении? Ну, во-первых, мы при принятии государственного бюджета республики, это была принципиальная позиция как и главы республики, как и парламента республики. Парламент республики держит на особом контроле финансирование государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Даже в условиях острого дефицита средств государственного бюджета мы на следующий год предусмотрели объем финансовых средств, который не уступает 2025 году. Хотя это было, скажем так, откровенно, достаточно сложно, потому что мы до последнего момента изыскивали. Перед вторым чтением, буквально перед утверждением бюджета, мы изыскали дополнительно 2 миллиарда рублей с лишним для того, чтобы мы вернулись к показателям 2025 года. С помощью чего это было сделано? Ну, тут уже не секрет, мы должны людям донести, что даже пошли на такие крайние меры, как увеличение государственного долга Республики Саха-Якутия, для того, чтобы именно по государственной поддержке хозяйственного производства у нас показатели не были снижены по сравнению с 2025 годом. Это сложное решение было, но мы его приняли. Что касается передачи полномочий, это было правильное решение, как показывают сегодня результаты работы. Потому что мы раньше, если вся ответственность была возложена на Министерство сельского хозяйства, а наши улусы были в какой-то степени только проводниками этой политики, то сейчас вектор принятия решений и ответственности передан муниципалитетам. И муниципалитеты этим активно пользуются. Почему? Потому что они могут
каким-то образом маневрировать в рамках тех предоставляемых субсидий по 14 направлениям на молоко, на крупное, на голову, на поголовье крупного рогатого скота и так далее, в области растениеводства, там, строительства, инвестпроектов и так далее. И они могут маневрировать и проводить собственную политику, которая в какой-то степени может отличаться между районами нашей республики. Активно этим воспользовались, надо сказать, Мегдо-Кангаласский улус, Намский улус, Чорапчинский улус. И в итоге мы видим, допустим, по заготовке молока впервые у нас рост произошел за последние годы, и мы практически 63 тысячи тонн молока будем в этом году заготавливать. Дополнительно, раньше, если в предыдущие годы у нас в государственном бюджете оставались средства, потому что это не осваивалось просто-напросто, те деньги, которые были предусмотрены на заготовку молока, то в этом году нам потребовалось дополнительно изыскать практически 92 миллиона рублей для того, чтобы мы предоставили муниципалитетам на внеплановое, сверхплановое, скажем так, заготовку молока. Вот это такие вот результаты, хотя поголовье крупного рогатого скота у нас, к сожалению, не увеличивается, но производство продукции у нас увеличилось. Значит, это говорит о том, что мы внедряем какие-то эффективные средства, во-первых, управления, а во-вторых, производственники сами, они идут в сторону того, чтобы у нас продовольственная заготовка и производство сельскохозяйственной продукции увеличилось не экстенсивно, как раньше говорили, а и интенсивным путем. И какие ожидания связаны с провозглашением Года единства в России и Года культуры в Якутии? Ну, во-первых, это год единства Российской Федерации, как наш президент Владимир Владимирович обозначил. Это, я считаю, что это очень правильно сделано. Почему? Потому что, во-первых, мы же начали забывать, что такое понятие дружба народов в какой-то степени, потому что, помните, наверное, Советский Союз, когда эта политика, она была практически ежедневной, ежегодной, и то, что сейчас творится на просторах постсоветского пространства, это, конечно, огорчает, и это очень печально. Тут межнациональный фактор, конечно же, присутствует, да? Все, что творится у нас в зоне специальной военной операции, конечно же, это связано в том числе с этим. Поэтому вот такую вот политику на государственном уровне, чтобы у нас единство народов было, чтобы мы ни в коем случае не ущемляли права отдельных народов, но в то же время были связаны одной целью, одними задачами все проживающие народы на территории Российской Федерации. Это очень правильно и очень своевременно. А как это увязать? Вот год, объявленный в Российской Федерации, глава республики, я думаю, нашел хороший выход, когда объявил год культуры в Республике Саха-Якутия. Потому что через культуру народ именно самовыражается. Через культуру мы идентифицируемся. И вот эта вот национальная культура, в том числе, когда будет она развиваться, это будет служить единству народов Российской Федерации. Это, я считаю, очень правильно. Ну что ж, Алексей Ильич, спасибо вам большое, что вы ответили на наши вопросы, уделили время и пришли к нам. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.